привет! Привет! Вы смотрите дневники 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». В Якутске продолжаются 6-е международные спортивные игры «Дети Азии». В Ледовом дворце Элей Ботур стартовали соревнования по дзюдо. Первый день соревнований на татами вышли 78 представителей из 20 команд, начавшие путь к медалям по 6 весовым категориям до 40, 44, 48 килограммов среди девушек и до 46, 50 и 55 килограммов среди юношей. Предварительные схватки идут на 3 площадках. Пока больше побед на счету у представителей Азербайджана и Сибирского федерального округа. Борьба интересная, красивая, потому что здесь много стран, да, интересно, с другими странами побороться, да, впечатления другие. Вот, не то, что как бы там борешься со своими, да, там, здесь совсем другие впечатления. Также болельщики здесь тоже активно принимают, да, участие, болеют за каждую команду, да, радуются какой-либо победе, да, в принципе, отлично. В Якутске я первый раз, и честно, здесь, в принципе, очень хорошо, то есть хорошая борьба. Дзюдо пройдет еще 2 дня. Сегодня на татами выйдут юноши весовой категории 60, 66, 73 килограммов и девушки 52, 57, 63 килограммов. А завтра, 11 июля, встретятся дзюдоисты в тяжелом весе юноши 81, 90 и свыше 90 килограммов, а также девушки 70, 78 и свыше 78 килограммов. На стадионе «Юность» продолжается футбол. Сегодня ожидается игра между командами Кыргызстана и Якутии. Каждый день до 16 июля вы можете стать свидетелем уверенной и по-взрослому профессиональной игры команд, заявленных на футбольных матчах, которые проходят ежедневно на стадионе «Юность». Вчера продолжились соревнования по баскетболу среди девушек, где самой ожидаемой игрой стала встреча команд Якутии и Монголии. В это время якутская команда волейболисток вышла против Дальневосточного федерального округа. Кроме того, вчера в мяч сыграли команды Китая, Уральского и Сибирского федерального округа и Монголии. Продолжаются предварительные бои по боксу в Дахсуне, а любители пинг-понга могут посмотреть на парные и одиночные игры по настольному теннису в Мадуне. В соревнованиях по вольной борьбе в стенах Центра спортивной подготовки «Триумф» прошла сурдолимпийская программа среди юношей весовой категории 38, 42, 46, 50 и 54 килограммов. Также 9 июля прошли соревнования по плаванию, отборочные и смешанные команды соревнования по стрельбе из лука. Соревнования по стрельбе, но уже полевой, начались вчера в спортивном зале Якутской городской гимназии. Всего здесь принимают участие 15 команд. Спортсменам также было предоставлено 2 дня на пристрелке оружия на своих стрелковых местах. По словам судей, условия проведения соревнований соответствуют международным правилам, поэтому стрельба производится на расстоянии 10 метров. Спортсмены стреляют из пневматических винтовок международных производителей. Вначале все спортсмены стреляют на прохождение квалификации, то есть 40 выстрелов производят девушки и 60 выстрелов юноши. По итогам 8 стрелков с лучшими результатами выходят в финал, где им предстоит стрелять в 2 серии по 3 выстрела. По результатам этих серий и будут определены лучшие. Пристрелки состоялись, они должны были состояться по правилам соревнований. Спортсменам было предоставлено 2 дня для прохождения мандатной комиссии пристрелки оружия. Затем было предоставлено, как называется у нас, официальная стрельба, то есть спортсмены должны пристреляться по своим стрелковым местам, на которых они будут выполнять свои упражнения. В СВФУ в эти дни проходят соревнования по шахматам. Участие принимают около 30 юношей и 26 девушек из 12 стран. Сборная Якутии состоит из 8 шахматистов. Соревнования пройдут в 9 этапов. Заключительный тур состоится 13 июля. А соревнования по шашкам проходят в спорткомплексе Мадун. Никита, я подумала, что это так классно быть участником спортивного события где-то в другом регионе или вообще в другой стране. Помимо новых друзей, новых спортивных рекордов, ребята могут познакомиться с абсолютно чужой культурой. Да, я немного завидую нашим участникам, ведь в Якутии есть что показать и чем удивить спортсменов. Один наш национальный праздник Исэх чего стоит. Кстати, сегодня Аня и Люба побывали на Исэхе деревни спортсменов. Давай скорее посмотрим, что думают иностранцы о наших традициях. Аня, какое у тебя красивое платье! А твое еще красивей. Знаете, почему вы так одеты? Потому что сейчас в деревне спортсменов проходит Исэх. Посмотреть на главный национальный праздник собрались иностранцы, волонтеры и ребята из Якутии. Гостям продемонстрировали все богатство нашей культуры. Тут и танцы, и алгыс, и, конечно же, агокай.
What do you think about this game? Dances? Yeah, it's a very interesting, and then Это был очень интересный танец. Большая удача, что я увидела его своими глазами и приняла участие. Я получила массу эмоций. Крутой танец, веселый. Поначалу было тяжело все, но потом привыкли. В ритм вошли. В ритм вошли, да. Да, веселый такой. Нам понравилось. Да. Все было супер. Люба, ты так здорово играешь. Спасибо. А давай спросим наших гостей, что они знают о хомусе. И умеют ли на нем играть? Знаешь ли ты, что такое хомус? I don't know. Show me. Поиграешь? Yes, I will play. Good. It's very, very easy, but I couldn't do it. Thank you. Вы знаете, что это такое? Нет. А можете предположить, для чего это может использоваться? Не знаю. Это дебирь, он используется для обрядов и для отпахивания комаров. комаров, да? Это защита от комаров? Если есть комар, вот так, да? Вау! Это очень классно. Я никогда не слышал и не видел ничего подобного. Хорошо, я попробую повторить. Вы знаете, что это такое? Да. Это от комаров. Отгоняет. А вы когда-нибудь его использовали? Нет, мы видели, как его используют. Да, А где вы увидели? Мы сегодня на экскурсии были. На Вам там рассказывали? Да, нам рассказывали всех. Сегодня мы познакомили ребят с дебирем и хомусом, а также побывали на празднике ЭСЭХ. Любите и уважайте свою культуру. Всех с праздником! Вы смотрели дневники 6-х международных игр «Дети Азии». Следите за главным событием этого лета вместе с нами. Пока!